В Новом Афоне теперь произрастают новые цветы, но поливать их нельзя. За ними можно наблюдать только на стенах домов. Нарисованные картины в виде мурала украшают подъем к Новоафонской пещере с двух сторон. На нем изображены редкие цветы, которые произрастают в горах Абхазии. Слева от подъема нарисован рябчик широколистный. Еще в народе его называют черным тюльпаном, а уже справа запечатлен прострел золотистый. До этого стена была просто серой и не мрачной, так скажем, но после нанесения данного рисунка она заиграла новыми красками. На самом деле люди обращают внимание, людям нравится это. Я благодарю всех, кто причастен к данному проекту. Такого рода проекты очень положительно влияют на в целом окружающих и людей. Художник, который изобразил на стене редкие растения, молодой скульптор Арсу Берзения. В жанре монументальной настенной росписи он работает совсем недавно. Арсу смог отразить красками редкие эндемичные растения Абхазии. Представил он их в виде графики традиционных абхазских орнаментов. Данный проект наша группа получила от команды Абхазии. Концепцией данного проекта является кавказский эндемик. Это растения, которые растут у нас на территории Абхазии. И плюс традиционный национальный орнамент. Важность данного проекта до поднятия данных вопросов очень высока, поскольку без традиции нет и нации. Работа велась в течение 15 дней. Единственной проблемой на тот момент были погодные условия, непрерывно шли дожди. Но я считаю, что мы с работой справились, и жители данного города и гости будут по достоинству оценивать. Идея создать мурал в Новом Афоне принадлежит лидерам команды Абхазии. Проект «Свет культуры в каждом штрихе» направлен на визуальное раскрытие культурного кода республики через преобразование городской среды. В настоящее время созданы 2 монументальные росписи. В рамках образовательной программы команды «Абхазия» был презентован проект «Свет культуры в каждом штрихе» Бадре Зурабовичу и Сергею Владимировичу, в рамках которой мы реализовываем художественное оформление данной стены, еще одного объекта, а также подсветку зданий историко-культурного наследия. Художественное оформление завершено. Что касаемо зданий, Мокский храм тоже уже завершен. На данный момент идет работа над объектами Пицунского храма и Гудоводского вокзала. Летом в Новоафонской пещере многолюдно. Для туристов этот мурал станет еще одним местом притяжения, который показывает уникальность природного и культурного наследия Абхазии. Нала Чхинджирия, Раму Камке, Абхазское телевидение.